Василулығын татарлар нене көйғатымисын заман. Всем привет! Меня зовут Ильнар Гарифуллин, и мы с вами начинаем цикл шоу «Вся правда о Тартарии». Почему мы назвали наше шоу «Вся правда о Тартарии»? Потому что под Тартарией подразумевалось огромное пространство бывшей Золотой Орды и Монгольской империи в средневековых источниках. И эта территория, это историческое пространство до сих пор кладезь неизвестных фактов, которые порождает огромное количество вопросов, но на них часто мы не можем найти ответов. И это пространство Тартария стало колыбелью для многих тюркских народов, в том числе и татар, про которых мы с вами в первую очередь и будем говорить в нашем шоу. В 2020 году татарский мир будет справлять столетие со дня основания Республики Татарстан. И в преддверии этой большой исторической даты мы с вами попытаемся вспомнить всех ее отцов-основателей. Но, прежде всего, первый цикл нашего шоу мы посвятим великому политику, общественному деятелю и писателю Галимжану Ибрагимову, который стал первым идеологом создания Республики Татарстан и стал автором-составителем норм современного татарского литературного языка. Галимжан Ибрагимов родился 12 марта 1887 года в деревне Султан-Муратова Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Ныне это Аургазинский район Республики Башкортостан. После первоначального образования в родном селе отец, кстати говоря, был также имамом местной мечети, был отправлен на учебу в знаменитое Оренбургское медресе Хусания. Учеба в знаменитом медресе Хусания выпала на первые дни Первой русской революции 1905-1907 годов, где наш герой принял самое активное участие. В частности, благодаря ему и его друзьям, они смогли организовать стачку учеников этого медресе в самом городе Оренбурге. За это он был изгнан из медресе Хусания и в дальнейшем продолжил свое обучение в другом знаменитом медресе, это Галия в Уфе, где как раз и прошло его становление как общественного деятеля и как писателя. И Галимжан Ибрагимов, соответствуя образу молодого бунтаря, также надолго не задержался в медресе Галия, оттуда также был изгнан уже через год за свою политическую деятельность и за требование улучшения образовательной деятельности внутри медресе. В 1909 году он переезжает в Казань, где, написав свой первый знаменитый роман «Молодые сердца», становится известным писателем уже во всем татарском мире. Но самое главное, на фоне разворачивавшегося подъема внутри татарского общества, вызванного демократизацией и созывом Первой Государственной Думы, Галимжан Ибрагимов становится, как мы выразились бы сегодня, хедлайнером, то есть лидером модного тогда среди татарской молодежи татаристского течения. Когда мы говорим татаристское течение, то что мы под этим подразумеваем? Под этим мы подразумеваем, то есть применение слова и понятия татары, татарское ко всему на свете, и в литературе, и в языке, и в истории, и в политике. Но Галимжан Ибрагимов особенно чем отметился? Тем, что он впервые ввел это понятие татары и татарское в высшей сферы политики. Если до него все татары-политики, такие как Юсуф Акшура, Садри Муксуди и остальные, позиционировали себя именно как политики тюркской нации, то теперь, тюрко-татарской даже я бы сказал, то теперь Галимжан Ибрагимов начал бороться именно за звание самого первого и самого главного татарского политика. Этот этноним татары он использует в своих книгах по истории татаро-исламской культуры, а также в своих первых грамматиках татарского языка, автором которой он также был. К примеру, в 1911 году из-под его пера выходит учебник «Татарская грамматика». В 1916 году он выпускает свой знаменитый труд «Теория литературы», где впервые выступает с позиции критика всех известных на тот момент татарских писателей, даже таких знаменитых, как Абдулла Тукай. Также в 1918 году, то есть еще позднее, он выпускает книгу «Методика преподавания родного языка». То есть он уже к тому моменту стал не только известным писателем, но и самым известным методистом по преподаванию современного татарского языка и автором многих-многих учебников и учебных пособий. Эти учебные пособия были самыми первыми
учебниками по современному нынешнему татарскому языку, которым пользуемся мы все татары. И именно в них на научной базе, впервые на научной базе были заложены все современные нормы татарского литературного языка. Но Галимжан Ибрагимов не был бы Галимжаном Ибрагимовым, если бы в нем не кипела молодая кровь, которая была и кровь бунтаря, которая была не всегда согласна с теми реалиями, которые вокруг него существовали. И поэтому в 1912 году он, уже на этот раз повздорив с представителями старой татарской интеллигенции Казани, он уезжает из этого прекрасного города и переезжает в город, славный город Киев. А почему переезжает в Киев, спросите вы? Какая же связь между татарами и Киевом? А дело в том, что в те годы в Киеве существовала большая татарская диаспора, и эта диаспора нуждалась, ко всему прочему, в учителях, которые бы организовывали местные школы. И поэтому Ибрагимов, выражаясь современным языком, переезжает туда, становится местным репетитором татарских ребятишек, обучая их языку, истории и культуре народа, татарского народа. В Киеве он вместе с местными группой студентов татарских организовывает новую подпольную группу политическую, где на ее основе пытается организовать первую в истории татарскую политическую партию. Эта политическая партия основывалась на платформе так называемых социалистов-революционеров или эсеров, которые на тот момент являлись самой популярной политической силой на всей территории империи. Как я уже отметил, это была первая попытка организации татарской политической партии. Дело в том, что в начале 20 века татарские политики, депутаты Государственной Думы уже пытались организовать такую политическую партию. Она называлась Иттифак аль-Муслимин. Однако уже по названиям вы можете понять, что это была партия именно не татарских политиков, а вообще общая мусульманская партия, которая действовала на всей территории Российской империи. Ибрагимов же вместе с такими же молодыми студентами пытается поднять татарское национальное движение и татарское политическое движение на новый уровень, пытаясь создать национальную партию. Но, однако, в 1913 году на подпольном съезде в одной из квартир в Киеве это собрание было накрыто местной жандармерией, и Галимжан Ибрагимов вместе со своими соратниками на несколько месяцев был заключен в местный следственный изолятор. В это время как раз о Галимжане Ибрагимове сохранилось несколько отчетов местной жандармерии, где он получил неофициальный псевдоним «Интеллигент», то есть за свою, скажем так, тип поведения. И после нескольких месяцев пребывания в следственном изоляторе местной жандармерии киевской он вместе со своими соратниками был отпущен, так как у следствия не было достаточного количества улик для предъявления им обвинений. После этого Галимжан Ибрагимов на 2 года оставляет политическую деятельность и переезжает в столицу, центр Уфимской губернии, город Уфу, где как раз в свое время началась его общественная деятельность и куда он в конечном итоге вернулся. На фоне полной деполитизации общественной жизни в Российской империи, а это, я напомню, 1915 год, то есть год, когда шла Первая мировая война и когда общественный консенсус был внутри российского общества был достигнут на том, что все политические дрязги должны быть прекращены, и все политические оппозиционные движения, в том числе партии социалистов, революционеров, большевиков, либералов и так далее, они все, скажем так, прекратили на время свою политическую деятельность. Ни исключением не стал и Галимжан Ибрагимов, тем более, что за ним на тот момент велась полицейская слежка, как за неблагонадежным элементом, и он, как принято выражаясь современным языком, уходит во внутреннюю эмиграцию. Но нынешние историки на сегодняшний день, проводя исследования, приходят к выводу, что даже в этот момент, то есть тогда, когда Галимжан Ибрагимов прекращает свою открытую политическую деятельность в Уфе,
В 1915-14 годах организовывается тайный кружок татарских социалистов-революционеров, и, судя по всему, именно Ибрагимов был его неформальным лидером, и именно из этой среды в дальнейшем выходят многие другие известные политики того времени. Вернувшись в Уфу, судьба на этот раз была достаточно благосклонна к нашему герою. В частности, в его альма-матер Медресе Галия происходят внутренние изменения, и он, благодаря этим внутренним изменениям и реформам, он становится заведующим учебной частью этого медресе, учебного заведения, и занимается как преподавательской, так и научной деятельностью. А какой научной деятельностью, мы с вами об этом уже говорили, то есть он становится автором первых учебников по истории, по нормам современного татарского литературного языка. Также Галимжан Ибрагимов в медресе Галия в этот момент проводит внутреннюю реформу, то есть благодаря которой медресе Галия становится не просто религиозным учебным заведением, а неким интеллектуальным центром, где концентрировалась вся будущая элита не только татарской интеллигенции, но и башкирской национальной интеллигенции, и даже казахской национальной интеллигенции. Так как вот эта медресе Галия, она была очень популярна среди многих сопредельных тюркских народов Волго-Уральского региона. Тут надо, говоря о Галимжане Ибрагимове как об авторе норм современного литературного татарского языка, мы должны упомянуть, что на начало 20 века все тюркские народы Российской империи использовали так называемый старотатарский, или нынешние ученые его называют старотюркский литературный язык. Это был язык татарского населения Золотой Орды, и за многие столетия он оставался в таком неизменном, архаичном варианте. Но начавшийся процесс строительства политической татарской нации в начале 20 века требовал разработки уже нового литературного языка, которое учитывало бы реалии нынешнего диалекта, нынешнего наречия татар, проживающих на огромном пространстве от Волги до Сибири и так далее. И этот язык впервые начали использовать уже нынешний современный литературный язык многие писатели начала 20 века, такие как Абдулла Тукай и остальные, но никто еще до Галимжана Ибрагимова не разрабатывал его методических норм, и вот он остался в истории именно тем деятелем, который полностью, скажем так, уничтожил этот пробел, заполнил этот пробел и оформил это уже все на научном, методическом варианте. И вот грянула знаменитая февральская революция 1917 года, которая полностью перевернула жизнь не только татар, но и всех народов бывшей Российской империи. Не остался в стороне от этих процессов и наш герой Галимжан Ибрагимов. В феврале 1917 года, то есть сразу после революции, он вместе с другим татарским деятелем, Сайфи Файзи, основывает в городе Стерлитамак газету «Ирек», которая затем, редакция этой газеты затем переносится уже в столицу Уфимской губернии, город Уфу. В сентябре 1917 года на базе газеты «Ирек» основывается другая газета «Безнен Юл», то есть в переводе с татарского «Наш путь». Это был основной печатный орган татаро-башкирских социалистов-революционеров. И в 1922 году с переездом Галимжана Ибрагимова в Казань, то есть после окончания гражданской войны, эта газета «Безнен Юл» становится уже родоначальником нынешнего знаменитого татарского литературного журнала «Казан Утлара», то есть «Огни Казани». Говоря о газете «Ирек» и «Безнен Юл», мы должны все-таки упомянуть о том, печатным органом какой организации она была. Как вы помните, в начале передачи мы рассказывали о политической деятельности нашего героя в Киеве, когда в 1915 году он пытался организовать отдельную партию, татарскую социалистическую партию на базе партии социалистов-революционеров. И вот после революции февральской он возвращается к этой идее, и в середине 1917 года он сумел организовать это политическое движение в рамках отдельной партии. И
Эта организация становится достаточно влиятельной на территории, в первую очередь, Уфимской губернии, благодаря чему эсеры захватывают на территории Уфимской губернии все местные земельные комитеты, все местные советы крестьянских депутатов, и благодаря этому влияние Галимжана Ибрагимова распространяется далеко за пределами только самого тюрко-татарского населения Уфимской губернии. Его сторонники его партии, которые подчинялись ему, сидели во всех земельных комитетах, благодаря чему на выборах в учредительное собрание в осенью 1917 года социалисты-революционеры взяли 65% всех мандатов от депутатов, выдвинутых в учредительное собрание от Уфимской губернии. Наличие собственной партии, а также печатного органа газеты «Безнен юл», то есть «Наш путь», способствовало тому, что Галимжан Ибрагимов становится заметной фигурой даже среди других известных татарских политиков того времени. Именно его печатный орган «Безнен юл» становится таким неформальным печатным органом не только татаро-башкирских социалистов-революционеров, но и также в этой газете впервые выдвигается идея о том, что татары, как и другие тюркские народы, должны бороться не только за национально-культурную автономию, но и за территориальную, то есть должны добиваться построения своей республики, грубо говоря, территориальной автономии. И благодаря этому вот эта группа его сторонников и тех, кто придерживался его идеи, организовывается в такое так называемое неформальное движение Туфрах-Шелар, или, выражаясь современным языком, как мы ее называем, это федералисты, то есть те, которые боролись за федеральный принцип территориального деления бывшей Российской империи. Им противостояла другая группа, так называемые Тюрк-Шелар, тюркисты или унитаристы, то есть это те политики и общественные деятели внутри тюрко-татарского движения, которые выступали только за национально-культурную автономию. То есть они считали, что территориальная автономия, построение отдельных республик будет негативно сказываться на взаимодействии с другими тюркскими народами. Осенью 1917 года в Уфе, где как раз и прошла основная часть политической биографии нашего сегодняшнего героя, был создан национальный парламент Милли Меджлис тюрко-татар внутренней России и Сибири. Это был фактически национальный парламент татар-башкирского населения вот этого огромного пространства, начиная от Волги до Сибири. И здесь как раз основное противостояние внутри этого парламента, где, кстати говоря, заседал около 100 депутатов, было между двумя основными политическими фракциями. Как я упомянул, это тюркисты, то есть унитаристы, и Туфрах-Шелар, то есть федералисты. Будучи одним из неформальных идеологов вот этой фракции Туфрах-Шелар, Галимжан Ибрагимов здесь также принял самое активное участие. Первое заседание вот этого национального парламента Милли Меджлиса состоялось в Уфе 20 ноября 1918 года, где 35 человек из 100 депутатов как раз образовали отдельную фракцию вот этих территориалистов или Туфрах-Шелар, как мы их еще называем. Благодаря их деятельности вот этим парламентом была принята резолюция о необходимости строительства территориальной автономии, или как ее тогда назвали, штата Идель-Урал. И тогда же была как раз образована комиссия по реализации вот этого проекта. В дальнейшем, забегая вперед, скажем, этот проект, к сожалению, не удался по целому ряду причин, но вот этот проект штата Идель-Урал, он стал отправной точкой для реализации принципа самоопределения не только татар, но и остальных народов Волго-Уральского региона, то есть это и башкир, и финно-угорских народов Поволжья.
Ибрагимов в этот период Ибрагимов сумел, благодаря своему политическому авторитету, сумел поставить под свой контроль не только татарских социалистов-революционеров, но и все структуры татарского национального самоуправления внутри Уфимской губернии. Это Уфимский Харби-Шуро, то есть военный совет, левая фракция Милли-Шуро, то есть неформального татарского конгресса того времени, и также Совет крестьян и отделы мусульманского просвещения в уездах Уфимской губернии. Также это ему удалось, в том числе и благодаря тому, что в этих важнейших структурах сидели его бывшие, скажем так, ученики, которые в свое время обучались в медресе Галия и с молодых ногтей были пропитаны вот этой идеологией возрождения татарской нации и также необходимости из молодых ногтей впитали в себя идею о том, что татары должны бороться за свое национальное самоуправление, за построение своей национальной республики. И поэтому неудивительно, что Галимжан Ибрагимов стал таким вот, скажем так, достаточно влиятельным политиком не только среди татар, но и всего тюркского мира того времени. На выборах в учредительное собрание, или как ее в то время называли, учредиловка, список татарских левых социалистов-революционеров в Уфимской губернии завоевал 5 из 6 мандатов от мусульман Уфимской губернии. То есть именно, несмотря на то, что фракция Туфракшилар в национальном парламенте составляла меньшинство, тем не менее сам народ, то есть основная масса населения губернии, проголосовав, показала тому, кому она больше всего доверяет. Вот в этом неформальном противостоянии двух фракций. Тем не менее, после разгрома Милли Меджлиса, то есть национального парламента, и Харби-Шуро, то есть военного совета, Галимжан Ибрагимов вступает в переговоры с советской властью в этот период и становится одним из учредителей мусульманского комитета внутри Народного комиссариата по делам национальностей. В этом комитете также помимо него состоял и другой известный татарский политический деятель Мулла Нурвахитов и башкирский политический деятель Шариф Манатов. 22 марта 1918 года в этом комитете под влиянием, в том числе нашего героя Галимжана Ибрагимова, был принят декрет об образовании Татаро-Башкирской республики. Но эти планы также фактически, к сожалению, остались на бумаге, так как политическая обстановка в то время была весьма турбулентной. Татаро-Башкирская республика в конечном итоге эволюционировала в провозглашение в 1920 году Татарской автономной Советской Социалистической Республики. Хотя напомню, что Татаро-Башкирская республика, она по своим границам во многом совпадала с проектом штата Идель-Урал и была в несколько раз больше территории нынешнего Татарстана. То есть она включала в себя территорию современного Татарстана, Башкирии, частично Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей и других национальных республик Волго-Уральского региона. В то же время интересно отметить, что наш герой также в годы гражданской войны не сидел сложа руки, и в 1919 году он под видом кучера, обыкновенно кучер, пересекает линию фронта для сбора разведданных на территории Сибири, которая в тот момент контролировалась белыми, а именно правительством знаменитого адмирала Колчака. И здесь он собирает сведения о настроениях местного татарского населения, о деятельности татарских эмигрантов, оппонентами которых он был на тот момент. Несмотря на стремление Галимжана Ибрагимова и других татарских большевиков того времени отстоять интересы уфимских татар, остатки Уфимской губернии были директивно, то есть без согласия на то самих жителей, присоединены в 1922 году к территории Башкирской республики. То есть в 1922 году существовала отдельно республика Башкортостан, нынешней Башкирии, да, и запад нынешнего Башкортостана в тот момент входил в территорию Уфимской губернии. В
на территории Уфимской губернии в основном проживало татаро-русское население, но и среди них должен был проводиться референдум о присоединении к Татарстану либо к Башкирии, но никакого референдума, к сожалению, не было, и эту территорию без согласия ее жителей присоединили к Башкирии. Вначале, несмотря на то, что сторонники Галимжана Ибрагимова, и он сам был против этого, однако, учитывая, что на тот момент перевес сил был явно не в их сторону, он все же в конечном итоге на тот момент соглашается с этим политическим действием, однако же втайне надеясь, и не только втайне, даже выпуская свои статьи на эту злободневную тему, он надеется на то, что присоединенной территории Уфимской губернии к Башкирии после образования нового фактически региона, так называемого Большого Башкортостана, литературным языком татаро-башкир, то есть официальным языком, останется татарский язык. Однако его эти надежды в конечном итоге не оправдались, и в 1924 году в соответствии с неформальными действующими на тот правилами советская власть организовывает отдельный башкирский литературный язык, и это в конечном итоге стало достаточно большим ударом не только для местного татарского населения, но и для идей Галимжана Ибрагимова, для его сторонников и так далее. В 1925 году Галимжан Ибрагимов становится председателем академического центра при наркомате Татарской ССР. То есть наркомат Татарской ССР — это нынешний прообраз нынешнего правительства Республики Татарстан. На этом посту он пытается превратить этот академический центр в полноценное научное учреждение, то есть нынешний прообраз современной Академии наук Республики Татарстан. Но тенденции укрепления культа личности Сталина на тот момент и построение тоталитарного общества мешает претворению этих планов в жизнь. И в 1927 году, осознавая всю сложность положения татар, оказавшихся за пределами Республики Татарстан, напомню, что на территории Республики Татарстан на тот момент и на сегодняшний день сконцентрировано всего лишь четверть всех татар, существующих в мире, то он пишет огромную аналитическую статью, каким путем пойдет татарская культура. За вот эту критику национальной политики, проводимой в Советском Союзе, и критику вот этого возрождения имперских традиций, скажем так, он был снят вот с этого поста председателя Академцентра и отправлен в отставку с формулировкой «за активную националистическую деятельность». Затем из-за развившейся болезни туберкулеза он отправляется на лечение в Крым, где и остается до 1938 года, когда он в период Большого террора был арестован и отправлен для следственных мероприятий в Казань. История его смерти на сегодняшний день остается весьма туманной, то есть на этот момент существует две версии. По первой версии официальной он умер, находясь в тюремной больнице Казанского следственного изолятора. По другой версии он погиб по пути из Крыма в Казань и уже задним числом был оформлен как умерший от болезни в Казанской больнице. Его тело было захоронено в огромной братской могиле на территории нынешнего Арского кладбища, где на сегодняшний день стоит его постамент. Таким образом, Галимжан Ибрагимов стал важнейшей фигурой в истории татарской нации, стал основателем фактически нынешнего Республики Татарстан, идеологом построения нынешнего Татарстана. И среди других политических лидеров мировых я бы его сравнил прежде всего с Джузеппе Гарибальди. То есть Ибрагимов — это наш Джузеппе Гарибальди, который построил татарскую нацию, оформил ее в границы нынешнего Татарстана. Вы смотрели шоу «Вся правда о Тартарии». Меня зовут Эльнар Гарифуллин. Если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И ждите наших новых выпусков. Пока!